При прилете 31 уже августа в Ашхабад родственники Ашарбая встречали его в зоне прилета. Но, к сожалению, он не вышел из зоны прилета, а когда родственники обратились к правоохранительным органам в аэропорту, те ответили, что такой гражданин не прилетел. Это еще раз доказывает то, что туркменская практика исчезновения людей, она продолжается. İsveç'e aydında şu oları deyir Görkez'in kampanyasının spesifine yerine bir adamın adı koşuldu deyip bilecek. Onun üstesine demek şol zal ajda yani yolakçıları karşılayan yürütü bölüme şol adam çıkmadık olsa eyyem demek. Gönü uçardan yani adamı değişlere al gittiler. Gözünde tutulan yere. Bu eyyem yeni dünya normativlarının bozulmağına getirildi. Her bir adam nähili cinayet edeyen yağdayında da can etmene, advokat tutulmana, özünü korumana dolu hakkı ve hukuku var. Ашарбай Бекиев – простой туркменский парень, который исповедовал ислам. Он не составлял никакую угрозу для туркменских властей. Но туркменские власти, как вы знаете, всегда стараются изолировать таких людей, кто самостоятельно исповедует ислам, кто не желает входить в регламентируемую группу и всегда быть под контролем властей. Nürnbergski prosesde şu dolu görkezli adamzada karşı cinayet eden cinayetkarlara hatta advokat tutmanın mümkünçülükleri ama Türkmenistan hükümetine gezek gelende advokat tutmak ya hak hukukunu korumak, gözlemek asla yetip olmayacak bir sepkit bolup duruyor. Единственная возможность для того, чтобы надавить на власти, это открытость. Нужно открыто говорить о том, что Ашарбая, который исповедует ислам, его осудили незаконно, что к нему применили противоправные меры и развернуть кампанию и к этой кампании подключить международные организации, ряд государств для того, чтобы они оказывали давление на туркменские власти.